Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день, и вместе с вами Вероника Тамтосова. У нас, как всегда, море позитива и интересной информации. Дадим советы, как обустроить дом, как правильно засыпать, как правильно просыпаться, чтобы вам не снились кошмары. Ну и еще масса всего интересного. Конечно, у нас будут гости. И напоминаем, что о интересных событиях в вашей жизни вы всегда можете написать нам на электронный адрес, сообщить, какие у вас последние новости, самые интересные расскажем в эфире. Ну, а чтобы весь день вас сопровождала полезная, интересная и бодрая информация, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Также там все самое полезное, самое последнее. То есть всегда будете в курсе всех событий, а значит, на шаг впереди других. Ну что, начинаем новый день, новую неделю мы уже с вами начали. Бодро, весна приближается. А это значит, что правильно, ее нужно начинать с полезных привычек. И об утренней зарядке. Вы знаете, что утренняя зарядка имеет огромную историю. Она 2 января 1929 года в первый раз в нашей стране вышла радиопередача «Утренняя зарядка», а в 1931 году первые уроки утренней гимнастики вышли на телевидении. Так что у утренней зарядки богатая история, а это значит, что эта привычка полезна и себя оправдала за столько лет. В эфире «Утренняя зарядка». Делаем ее вместе. Поехали! Всем доброе утро! Давайте вместе с нами сделаем продуктивную зарядку. Становимся ноги на ширине наших плеч. Первое упражнение называется джампинг. Прыжки делаем. При прыжках ножки отводим в стороны и ручки наверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Работаем с вами 20 секунд. 5 секунд мы с вами походим и отдыхаемся. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох сделали, выдох. Следующее упражнение – скручивание стоя. Но руки за голову и стоя. Крест-накрест. Выдох, выдох, выдох. До конца работаем. Следующее упражнение называется Good Morning. Классическое приседание, только до конца не садимся. Отводим таз назад и выдох. Как будто хотите закрыть дверь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Восемь, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Следующее упражнение – классические приседания. Ноги на ширине наших плеч, носки смотрят в сторону, колени тоже. И отводим таз назад до параллели с полом. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее упражнение называется сумо. Ноги еще шире наших плеч. И садимся до параллели с полом, отводим таз назад. Тоже 10 повторений. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Собрали ножки. Сделали вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Желаю вам продуктивного дня. Вдох, выдох. Ой, ну хорошая зарядка, и даже в пиджаке получилось ее сделать. А у вас? Да, я уверена, что все получилось. Нет? Ну тогда в следующий раз получится. Это ведь все-таки не ФУТ. Кстати, немного полезных фактов. Вы знали, что многие прима-балерины могут сделать до 32 ФУТ без остановки, но это далеко не предел возможностей. В 1961 году британская балерина Делия Грей установила рекорд – 166 ФУТ подряд. Вот это да! Представляете, а вы говорите, зарядку трудно делать. Мелочи. Кстати, сегодня, 7 февраля, празднуется Всемирный день балета. Всех причастных поздравляем с праздником и переходим к новостям. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей.
Российские аэропорты переходят на оборудование и программное обеспечение отечественного производства. Напомню, в ноябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать и утвердить комплексный план развития воздушных перевозок внутри Дальнего Востока, чтобы к 2030 году довести пассажиропоток до 4 миллионов человек. А для этого нужны современные аэропорты. Если турпоток на Дальний Восток увеличится, действующие аэропорты смогут принять достаточное количество пассажиров, но нужна реконструкция аэровокзалов. Кроме этого, российские аэропорты постепенно переходят на оборудование и программное обеспечение отечественного производства. Бесперебойное обеспечение перевозок угля по железной дороге, а также проект международного пограничного перехода Джалинда-Мохэ в Москве обсудили глава Якутии Асан Николаев и генеральный директор, председатель правления российских железных дорог Олег Белозеров. Погранпереход Джалинда-Мохэ открылся в 1993 году. В начале 2000-х работа была приостановлена в связи с низким грузом и пассажиропотоком. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность пограничных пунктов пропуска, сократить нагрузку на существующую сеть железных дорог. Объемы аварийного жилья в Якутске нарастали много десятилетий. Разработать план окончательного решения проблемы президент Владимир Путин поручил властям республики совместно с Минстроем России. Благодаря этому по всей Якутии сейчас реализуется самая масштабная в стране программа переселения граждан из аварийного жилья. Однако для полной ликвидации деревянного аварийного жилья в якутской агломерации необходимо построить еще 1178 многоквартирных домов общей площадью почти 500 000 квадратных метров. Сейчас идет реновация микрорайона Спортивного и строительство жилья в новых микрорайонах. Это позволит уже в обозримом будущем расселить жильцов из 219 ветхих и аварийных домов. В последнее время в якутские пригороде увеличилось число частных домов с септиками, в связи с чем выросла потребность в услугах ассенизаторских машин. Администрация столицы приобрела 2 автомобиля на базе «Шакман», предназначенные для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных колодцев, а также транспортировки и выгрузки в местах утилизации жидких отходов. Их вместимость 17 кубов. Опустошают цистерну в микрорайоне Марха на сливной станции. Занимает это около 15 минут. В день выполняют примерно 6 выездов. Отметим, новая техника также будет служить для откачки талых вод в весенний период. Объем перевозимого груза практически в 2 раза больше. То есть это на что влияет? Влияет на экономическую сторону, то есть расходуется меньше горюче-смазочных материалов, да, и на обслуживание техники. То есть техника новая и китайского производства. На сегодняшний день запчасти все имеются. Ну вот данная техника, первые «Шакманы» нам пришли в декабре месяце, в начале, именно перед началом холодов. Данная техника показала себя с положительной стороны. В Якутском музее истории и культуры народов Севера презентовали выставку одного из выдающихся кинематографистов республики Николая Сантаева. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения документалиста. Сама выставка организована совместно с Национальным центром аудиовизуального наследия республики. На счету у Николая Марковича более 2 десятков фильмов о Якутии, таких как «Утро алмазного края», «От Лены до Волги» и многие другие. Также на выставке представлены документы, награды, фотографии семейного архива и, самое главное, кинокамеры, фотоаппараты и материалы документальных фильмов Николая Сантаева. В нашем архиве Национального центра аудиовизуального наследия имеется фонд Николая Сантаева, который насчитывает порядка более 180 единиц хранения, очень много материалов интересных, начиная с 70-х, даже 60-х годов. Так очень. И этот фонд является очень востребованным. Но студенты, аспиранты, ученые, которые изучают историю края, они пользуются этими материалами. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Мы продолжаем. В 2023 году главой республики был издан указ об увековечении памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Так, Якутской городской думой было принято решение о переименовании улицы Автодорожная на проспект Михаила Николаева. В данной связи у собственника возникли некоторые вопросы. На том, как быть с документами, нам сегодня расскажет специалист МФЦ «Мои документы Якутии» Александра Чичигинарова. Александра, доброе утро. Рада вас видеть. Ну, расскажите, пожалуйста, какие сложности могут возникнуть у собственников?
Действующее законодательство не предусматривает обязательного внесения изменений в правоустанавливающие документы на объекты недвижимости при переименовании улицы. Но могут возникнуть различные жизненные ситуации, при которых потребуется представление документов, в которых указан актуальный адрес. Так, в данной связи мы рекомендуем внести изменения заблаговременно. А если я взяла выписку из ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости, и адрес у меня остался автодорожный, что мне нужно делать? Если в выписке отражен неактуальный адрес, то есть автодорожная, собственник имеет право бесплатно внести изменения в сведения ЕГРН. Заявление в электронном виде подать можно через порталы госуслуг при наличии ЦП или же в бумажном виде через офисы центра «Мои документы». Также сведения об адресе в ЕГРН обновляются автоматически при подаче заявлений по другим услугам Росреестра, например, одновременно, без дополнительного заявления с регистрацией договоров купли-продажи, дарения и так далее. Скажите, пожалуйста, с адресом на недвижимость как-то все понятно более-менее. А вот что делать с паспортом? То есть открываем паспорт, а адрес не актуальный, а паспорт же мы везде предоставляем. Не будет ли у меня каких-нибудь проблем? Переименование улицы не влечет за собой необходимость изменения документов, подтверждающих регистрационный учет гражданина Российской Федерации по месту жительства. То есть паспорт человеку менять не придется. По закону его обменивают по достижении лицом установленного возраста 20 и 45 лет. Также при перемене фамилии, имени, отчества или же в связи с его утратой. Менять регистрационные отметки гражданин обязан только тогда, когда действительно изменилось его место проживания. При переименовании улицы гражданин по желанию может обратиться в МВД или в офисы центра «Мои документы» города Якутска для проставления штампа о прописке с актуальным адресом. Так, с 1 февраля этого года в офисах центра «Мои документы» города Якутска начался прием заявлений на перештамповку по месту, перештамповку адреса регистрации по месту жительства. В рамках услуги также осуществляется прием заявлений на замену свидетельства о регистрации по месту жительства несовершеннолетних детей и свидетельство о регистрации по месту пребывания. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что речь идет о том, что если у меня какие-то недостоверные данные в паспорте, в штампе именно, которые прописки, я могу подойти теперь в МФЦ с паспортом, получить эту услугу мгновенно, или все-таки я сдаю документ? Нет, вы сдаете документы, срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней. А что мне необходимо принести с собой? Паспорт, это понятно. Да. А там свидетельство о праве, что-то нужно приносить? Нет, подтверждающие, правоустанавливающие документы предоставлять не нужно. Тут будет только перештамповка, но с полным подробным перечнем документов можно ознакомиться на нашем сайте mfc-saha.ru. Скажите, пожалуйста, мне обязательно подходить просто или я могу как-то записаться? Насколько нам известно, у вас онлайн-запись, как это все происходит для тех, кто еще не знаком с вашим сайтом? Да, чтобы зря не терять время, можно записаться заранее по предварительной записи на подачу документов. Записаться можно также через наш портал mfc-saha.ru, через виртуального консультанта Татьяну или же через колл-центр по номеру 8 800 100 ровно 22 16. А через колл-центр я могу уточнить о перечне документов, которые необходимо брать с собой? Да, через колл-центр можете уточнить, либо можете подойти в наши офисы. Давайте еще раз повторим для собственников недвижимости на улице Автодорожной, что, в общем-то, переименование улицы для них никаких проблем не ведет. Да, законодательство не обязывает, но документы, как говорится, любят порядок, так что мы рекомендуем заблаговременно внести изменения во все документы. Спасибо большое, очень интересная информация. Я думаю, что теперь все проживающие по новому адресу уже успокоились, знают, что постепенно они могут легко внести изменения. Ну и несколько слов нашим телезрителям. Для удобства заявителей на базе офисов Центра «Мои документы» города Якутска осуществляется комплексный прием. То есть заявители обращаются однократно и
Одновременно можно подать заявление на замену штампа о прописке и внести изменения в сведения ЕГРН. Спасибо большое за информацию. До новых встреч. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем делиться полезной информацией. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что хорошо. Но если вдруг, с учетом того, что на улице потеплело и сейчас гуляет ОРВИ, вам плохо, вы чувствуете сонливость, у вас поднялась температура, в следующем сюжете мы расскажем, когда стоит обратиться к участковому врачу, а когда срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Доброе утро! Не всегда при ухудшении самочувствия есть время и возможность посетить поликлинику. В какой ситуации можно остаться дома, а когда нужно действовать незамедлительно? Вызвать врача на дом взрослому рекомендуется в следующих случаях. Это повышение температуры тела выше 39 градусов с выраженной слабостью. ОРЗ и грипп в период эпидемиологического сезона. Остро протекающая инфекция, сопровождающаяся тошнотой, неконтролируемой рвотой и многократным стулом. Высокое артериальное давление, пульсирующая головная боль, головокружение, слабость, сильный болевой синдром, сковывающие движения, а также плохое самочувствие после перенесенной операции, травмы или болезни. И любое болезненное состояние, не позволяющее больному приехать в клинику самостоятельно. Когда нужно вызывать детского врача-педиатра? Это при нарушении функций пищеварительного тракта, понос, рвота, вялость, выраженная слабость, чрезмерная сонливость у ребенка, особенно в возрасте до 1 года. Изменение вида рвотных масс и стула – это примесь крови и гноя, высокая температура тела от 38 градусов, длительный кашель и насморк более 7 дней. Отсутствие мочеиспускания у детей в течение 12 часов – это тоже повод для того, чтобы вызвать врача на дом. Боль любой локализации, но особенно в области грудной клетки и живота. Отсутствие слез у ребенка во время плача, сухость в ротовой полости – это такие тревожные признаки, при которых необходимо вызвать врача на дом. Вызывать врача следует через единую горячую линию оперативной помощи гражданам 122. В дневное время можно вызвать врача неотложной помощи из территориальной поликлиники. В вечернее и ночное время – служба скорой медицинской помощи. Врачи скорой помощи оказывают помощь при развитии жизни угрожающих состояний. Они стабилизируют состояние больного и при необходимости транспортируют его в медицинское учреждение для специализированного лечения. В домашних условиях врачи могут провести несколько видов исследований, взять анализы, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму. Вызывая врача на дом, подготовьте следующие данные: фамилия, имя, отчество больного, дата рождения, адрес прописки и фактический адрес проживания, жалобы, медицинские документы, которые помогут врачу понять причину плохого самочувствия. Это результаты проведенных исследований и медицинские заключения. Будьте здоровы! Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Как вы проснулись, легко? А вот мы раскрываем главные причины внезапных пробуждений среди ночи. Сомнолог, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Суренкова назвала одной из основных причин проблем со сном повышенную тревожность. По ее словам, если стресс и нервное напряжение достаточно сильны, они способны спровоцировать у человека ночные кошмары, усиленное сердцебиение и внезапные пробуждения. Кроме того, есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна. Помимо этого, на качество сна влияют холод, шум, жара и яркий свет. Эти факторы обычно мешают, когда человек только начинает засыпать, и могут стать причиной пробуждения, уточнила Суренкова. Дорогие друзья, надо спать спокойно, конечно, очень хорошо высыпаться. От качества сна зависит ваш день, поэтому будьте внимательны к своему организму и старайтесь засыпать в одно и то же время. Тогда пробуждение будет приятным. Но если не очень было приятным, оставайтесь с нами, мы поднимем настроение. А далее еще один полезный совет. Хранение распространенных у россиян предметов в доме назвали опасным.
Путиным. Инспектор Соколов заявил об опасности хранения дома автомобильной резины. Россиян призвали срочно отказаться от хранения автомобильной резины в квартире. Неочевидную опасность этого распространенного в домах предмета Лента.ру назвал эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов. По словам специалиста, автомобильную резину нельзя хранить в месте своего жительства, поскольку она источает токсичные для организма пары. Помимо этого, нужно отказаться от хранения дома взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ, таких как бензин или спирт, а также ядовитых или опасных химических веществ. Ну, это понятно всем. Такое лучше хранить в гараже, но если его нет и домашний склад – это единственное место для хранения, приобретите герметичные контейнеры. Они предотвратят попадание вредных паров воздуха, посоветовал он. Ну, это, конечно, всем понятно, но почему-то иногда забываем, что это опасно, поэтому... Конечно, пожалуйста, не храните такие вещи на балконе, будьте осторожны, внимательны к своему здоровью. Ну и вообще лучше, чтобы ваш дом наполняли приятные ароматы. Вот, например, аромат с утра кофе – это, по-моему, самое лучшее. Вдыхаешь и сразу просыпаешься. Ну, а продолжая тему сна, сейчас рассмотрим, какие ароматы должна наполнять ваша спальня. Доброе утро! Меня зовут Анастасия, я мастер по созданию ароматов. И сегодня я хочу с вами поговорить о таком сокровенном месте в доме, как спальня. Считается, что в спальню нельзя пускать чужих людей, особенно чтобы они сидели на вашей кровати и приносили туда свою энергетику. И вообще нужно создавать максимально комфортную и уютную атмосферу в вашем доме и в том числе в вашей спальне. И мало кто задумывается о том, что помочь в этом могут ароматы. Но ароматы могут как помочь, так и немного помешать вам. И сегодня я вам расскажу о таком аромате, который может лишить вас сна или наградить, например, головной болью. И сегодня это не аромат каких-то определенных эфирных масел, это аромат живых цветов, а именно лилий и особенно белых лилий. Эти цветы, несмотря на свои прекрасные красивые бутоны, имеют очень яркий и резкий аромат, и особенно опасен он для наших питомцев, для наших пушистиков. Но так как эти цветы очень красивые, не обязательно совсем лишать себя этого удовольствия и убирать эти прекрасные букеты куда-то вообще на балкон. Вы можете убрать букет с лилиями повыше, чтобы ваши пушистики до него не добрались. И можете срезать самую ароматную часть этого цветка, оранжевые тычинки, которые именно выделяют этот аромат. И тогда вы можете наслаждаться видом этих прекрасных растений. Помимо лилии, еще хотелось бы отметить практически все белые цветы, потому что они выделяют такое особое вещество, которое называется индол. И жасмин, ландыш и какие-то цветы, сирень, например, они могут также не очень хорошо влиять на ваш сон. А чтобы вам было уютнее спать и было приятно, легко засыпать, вы можете воспользоваться, как всегда, аромамаслами. И самый популярный аромат для этого – это, конечно же, лаванда. Лаванда имеет такой свежий, немного пряный запах и обладает успокаивающими свойствами. Также среди благоприятных запахов хочется отметить ароматы мелисы или, например, в небольшом количестве аромат мяты. Поэтому вы можете капнуть пару капель в вашу аромалампу, поджечь свечку и ложиться спать и встречать свои самые прекрасные сновидения, чтобы потом просыпаться, и каждое утро для вас будет добрым. Ароматы бывают очень опасны. Конечно, лучше бы, чтобы они были не только приятные, безопасные и полезные для здоровья. Поэтому будьте внимательны к себе. Если вдруг от чего-то болит голова, лучше от этого отказаться. Ну, а также будьте осторожны с брендами, потому что их становится все больше и нужно смотреть, кто производитель. Итак, телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков Лариса Гузеева, ну и то же самое на английском. В случае одобрения телеведущая сможет выпускать косметику, бытовую химию, нижнее белье, одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования недвижимости, в сфере дизайна, акушерства, пластической хирургии и даже психологии. Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев занялся регистрацией бренда для парфюмерии и одежды. В прошлом году Нагиев уже выпустил коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий. Так что вот такие новые бренды нас ждут. Посмотрим, что же Лариса Гузеева будет выпускать.
Ну, а вы все еще ругаете детей, что они ходят в уличной одежде дома? А по словам экспертов, мыть руки по возвращении домой, а не менять одежду – гораздо более эффективный способ защитить от бактерий и инфекций. Микробы на вещах присутствуют всегда, однако они не несут опасности для здоровья. Если вы просто постираете постельное белье и положите его на кровать, удивитесь, но это уже загрязнит его, заявил эксперт. В свою очередь, благодаря своей исследовательской работе специалисты выявили популярное изделие, на котором присутствует больше всего бактерий. Как вы думаете, что это? Это мужской галстук. В моей работе выяснилось, что инфекции, присутствуют на мужских галстуках, передаются от пациента к пациенту. С тех пор я не ношу галстуки, заявил эксперт. Добавил, что в наиболее загрязненных местах, таких как метро, на верхней одежде скапливается наибольшее количество микробов. Обычно рекомендую чистить вещи, которые вы носите на публике, примерно раз в неделю, сообщил микробиолог. Так что будьте внимательны к своей одежде, и все будет хорошо. Ну, дорогие друзья, россиянам перечислили обязательные к переработке старые вещи. Готовимся к весне, перебираем гардероб. Старые колготки, пакеты, смартфоны, стройматериалы и еще 776 видов товаров дополнили список обязательных к переработке в России. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе. В перечень таких вошли бумажные стаканчики, пластиковые пакеты, посуда и столовые приборы, электроника, масла и шины. Все эти товары уже сейчас могут и должны попадать на переработку. Мощности для этого уже готовы. Ранее стало известно, что к 2025 году производители искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию, сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию. Так что скоро у нас елки стоять в урнах не будут. Ну, дорогие друзья, сколько времени вам нужно на сборы? То есть вот весной обычно гардероб такой полный, там столько лишних вещей, пока копаешься, что-то найдешь, что одеть красиво. Правда, что кажется, что на переработку нужно половину гардероба точно отдать. Вы готовы к Новому дню? Нет? До сих пор краситесь? Ну, тогда следующий сюжет для вас. Наши замечательные визажисты дадут рекомендации, как сделать повседневный макияж. Повседневный макияж на каждый день. Для начала первый этап идет очищение кожи. Обязательно очищаем нашу кожу от излишков. Берем ваш любимый крем, который подходит вам по типу кожи, и наносим его такими втаптывающими движениями, чтобы кожа максимально пропиталась и увлажнилась. Область шеи тоже увлажняем. Тональный крем, также который подходит вам по типу кожи, наносим кисточкой, аккуратными движениями, не сильно плотными, тонким слоем наносим на лицо. Спонжик влажный обязательно и тоже втаптывающими движениями распределяем его по лицу. Наш тональный крем к шее, чтобы у нас был равномерный тон. Переходим к пудре. Это уже получается финиш нашего тона. Чтобы кожа была матовой, не блестела и тон был зафиксирован до самого вечера для стойкости вашего тона. Тоже притаптывающими движениями мы запечатываем наш тон. Будем скульптурировать наше лицо. Наносим на боковые лобные зоны. Наносим чуть-чуть, наводим тень на веки нашим подвижным. И наносим на скулы, под скуловой костью. Легкими, не резкими движениями, чтобы не было пятен на лице. И также наносим наш скульптор на крылья носа, чтобы немножко его зрительно сузить. Все это растушевываем пудрой, чтобы было максимально естественно. Переходим к нашим румянам, переходим к оформлению бровей. Легкими, тоже плавными движениями подправляем форму, делаем ее более выразительной, красим по своей форме. Переходим к хайлайтеру.
переносицу и проводим линию. И обязательно на уголки глаз для более свежего взгляда. Под бровями. Так мы делаем взгляд более выразительным и поднимаем глазки более широко. На скулы. Таким образом. И с этой стороны. Переходим к следующей части. Это наши губы. Берем более нюдовую помаду, желательно карандаш, потому что он будет более стойким. Миллиметр. Так ваши губы будут выглядеть более пышнее. Прокрашиваем границы, уходя к середине. Вот и готов наш повседневный макияж. Требуется всего лишь минимальное количество косметических продуктов для того, чтобы вы блистали. Так легко и быстро можно стать, не красавицей, я имею в виду, что вы все и так прекрасны, но чуть бодрее, чуть свежее и в хорошем настроении. Кстати, наши дорогие визажисты не только быстро красят и делают нас прекрасными, но еще делятся полезными фактами. Так вы знали, что вы, оказывается, красите глаза рыбьей чешуей? Да, именно благодаря рыбьей чешуе наши тени так блестят. И некоторые помады, кстати, тоже в составе своем имеют. Вот такими интересными фактами можно поделиться с утра и узнать их от визажистов. А мы продолжаем. Что еще вокруг нас и приносит нам пользу? Это, конечно, растения. У нас, правда, искусственные, но некоторые популярные комнатные растения не только красивые, но и полезны для ментального здоровья, рассказали дизайнеры интерьера. Эксперты рекомендовали выращивать комнатную лаванду, запах которой помогает уменьшить стресс и положительно влияет на кратковременную память. Кроме того, он полезен при головных болях. Аналогичное действие оказывает жасмин. Выделяемые им вещества, по словам специалистов, снижают уровень тревожности, положительно влияют на человека при депрессии и панических атаках. Указали эксперты и на полезные свойства растения алоэ вера. Его считают одним из самых надежных очистителей воздуха. Это растение выделяет кислород даже ночью, что должно снижать уровень стресса. Этим свойством обладает и аглонема, растение с мясистыми листьями, которое поглощает углекислый газ. Кроме того, оно способно выжить почти без света и при редком поливе. В общем, как раз растение для нас, надо его в студии срочно завести, чтобы было легче. А скоро же у нас уже дачный сезон, а чтобы лето радовало урожаем, многие огородники начали подготовку уже сейчас, в том числе и начали обдумывать реконструкцию подсобных строений, например, теплиц и парников. А что необходимо сделать, чтобы теплица была устойчивой, узнаем из следующего сюжета. Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на сечение труб дуг. Чем она больше, тем будет выше прочность теплицы. Тут лучше не экономить, а заплатить чуть больше и выбрать трубу прочнее. Самый дешевый каркас из трубы – это 20 на 20 мм, а вот труба 25 на 25 надежнее, а более прочный вариант – 40 на 20. Далее очень важен шаг между дугами. В стандартных сборках он составляет 1 метр. Это достаточно большое расстояние. Такая конструкция имеет больший риск разрушения под тяжестью снега. Если уменьшить расстояние между дугами до 65 сантиметров, то ячейка, которую может продавить снег, будет уже небольшой. И в случае повреждения поликарбоната каркас выстоит. Теплицы с шагом дуги 65-67 сантиметров значительно более устойчивы к снеговой нагрузке. Двойные дуги повышают прочность каркаса. Они помогают усилить самое слабое место теплицы – середину. Именно на середине снег скапливается по центру, продавливает его, и конструкция может сложиться. Двойная дуга может быть установлена только посередине, а также двойными можно сделать все дуги каркаса. Такие модели теплиц, конечно, дороже обычных, но зато прочнее. При покупке важно смотреть в документе снеговую нагрузку, которую выдерживает теплица. Если указана нагрузка меньше 90 килограммов на кубометр, то такие теплицы брать не рекомендуется. Ни один производитель в документе не припишет лишние килограммы нагрузки. Если теплица не выдержит указанных нагрузок и рухнет от снега, то продавец будет вынужден возвращать деньги покупателю. Важно помнить, что производитель
производитель или продавец отвечает только за нагрузку, указанную в паспорте или гарантийном талоне, выдаваемом с теплицей. И прописывать такую нагрузку должны в килограммах на метр квадратный, а не в сантиметрах снега. Если паспорт или гарантийный талон на теплицу покупателю не дают, значит, что-то пытаются скрыть. Об этом стоит задуматься и не брать теплицу у такого продавца. Одним из способов сохранения долголетия теплицы может быть вариант снятия поликарбоната на период холодов, чтобы теплица зимовала открытой. Ну и в конце рекомендуется приезжать на участок и сбрасывать снег. Это тоже один из способов долголетия вашей теплицы. Дмитрий Тымыров, Якутск. Видите, сколько полезной информации мы узнали не только, как выбрать правильно теплицу, но и о том, как правильно ее приобретать. Не заметили? А я повторю. Смотрите, нужно посмотреть паспорт, обязательно взять чек и что правильно, делать все по инструкции, потому что если вы нарушаете, возврат не будет осуществлен. Почему? Потому что производитель скажет, что вы сами нарушили технику и неправильно собрали. Поэтому будьте внимательны, и ваше лето пройдет удачно. Ну а прямо сейчас расскажем о пробуждении семян, ведь подготовку пора начинать уже сегодня. Доброе утро, наши телезрители. Сегодня мы с вами рассмотрим кратко о стратификации для семян цветочных и овощных культур. Для чего это делается? Стратификация – это мы делаем стрессовое состояние для того, чтобы они у нас быстрее выросли, и в то же время мы их пробуждаем и готовим для нашего короткого летнего периода, потому что у нас очень, вы все знаете, резко-континентальный климат. Поэтому мы должны их подготовить. Что мы должны сделать? Значит, берем специальную емкость, значит, туда ставим готовый грунт, который у нас продается в любых магазинах. И должна быть обязательно не до сверху, видите, как, да, только до половины. И сверху мы потом ставим подготовленный, значит, снег, как видите, да. И слой снега у нас должно быть где-то 1–1,5 сантиметра толщина. Как видите, да? Особенно мы их используем для мелких семян, особенно таких, как клубника, земляника, лобелия, эустома. То есть для этого мы их тоже используем. Видите, да, как хорошо мы их разложили. Стратификацию мы проводим для пробуждения и для того, чтобы они прошли период адаптации, скажем, да, для растений. Поэтому мы должны обязательно провести стратификацию. Обычно стратификация иногда проводится в холодильниках. То есть мы должны оставить семена наши, в специальных мешочках ставим и ставим просто холодильник в градусах +2, +4. Это может быть на месяц, на 3 месяца, да? Но если такой возможности нету, то мы эту стратификацию проводим, используя снег. Но это делается только для культур, которые имеют мелкие семена, такие как лобелия, клубника и эустома. Сейчас мы с вами посмотрим, видите, да, как я разлаживаю семена, и сразу видно, куда они у меня упали. Вот семена, например, клубники, но так как сейчас у меня не было клубники, мне пришлось взять томата, да? Но видите, да, как они упали, и сразу видно. То есть здесь, когда мы с вами сажаем семена, то должно быть у них схема посадки где-то между собой 2 сантиметра, да, 2–3 сантиметра. Это мы должны соблюдать, потому что потом мы с вами будем делать пикировку, то есть пересадку на горшки. Ну а в следующем выпуске мы с вами ознакомимся с сортами, которые выращиваются в нашей центральной Якутии. Ну что, уже готовы высаживать растения? Мне нравится очень весна, к некоторым заходишь домой, и на подоконнике уже заготовки стоят, и чувствуешь, что вот-вот приближается пора какого-то яркого солнца, свет. Ну, вообще уже на улице ярче светлеет, и это повод для хорошего настроения. А какие еще знаменательные новости сегодня произошли и будут в нашей республике, узнаем из нашей постоянной рубрики, конечно, новости.
Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. В этом году в Якутии планируют ввести 144 километра региональных автодорог, в том числе 37 километров опорной сети. На данный момент завершается контрактация объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Заключено 18 государственных контрактов. По ним должны привести в нормативное состояние 150 километров региональных дорог, или 104% от плана. А по предварительному плану на этот год заявлен ввод мостовых сооружений общей протяженностью 347 погонных метров. По этим объектам заключено 3 госконтракта на общую протяженность 177 погонных метров. Более 800 участников специальной военной операции, членов семей военнослужащих, планируют трудоустроить в республике в этом году. В службу занятости населения в целях поиска работы обратились 96 участников специальной военной операции, в том числе 5 человек в этом году. Из них трудоустроены 41 человек, в том числе 3 ветерана боевых действий. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 39 участников СВО. Кроме того, в службу занятости в поиске работы обратились 183 члена семей военнослужащих. Более 2500 выпускников школ столицы подали заявки на участие в ЕГЭ в текущем году. Кроме того, к сдаче ОГЭ готовятся почти 5000 выпускников 9 классов. Накануне руководители школы Якутска обсудили вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в этом году. На основе анализа итогов ЕГЭ и ОГЭ прошлого года начальник управления образования столицы Мария Петрова выделила приоритетные задачи по созданию условий для успешной сдачи экзаменов и повышения качества итоговой аттестации. Фестиваль знаний «Зимний сад» начался в Якутске. В течение нескольких недель в здании Национальной библиотеки посетители смогут увидеть просветительские стенды выдающихся ученых, принять участие в интерактивных викторинах, а также посетить мастер-классы экологической направленности. Кроме того, на втором этаже представлены сразу 2 крупные выставки картин нейросетевой живописи и ботанической иллюстрации ученого Айталины Ефимовой. Мероприятие продлится до 21 февраля. Участие для всех абсолютно бесплатно. В всем мире принято считать, что когда снег лежит, ботанические сады, ничего не делают. Сидят там, чаек попивают, книжки читают или статьи пишут. Но мы хотим показать, что мы все равно работаем, продолжаем. И одно из основных направлений нашей деятельности, нашего ботанического сада Северо-Восточного федерального университета, это, конечно же, просветительская деятельность среди широких слоев населения. И вот этот вот фестиваль, это как результат этой работы. Кроме того, у нас здесь еще представлен большой пласт материала про исследователей Якутии и названных в их честь растений. Якутский фильм режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» обсудят в передаче Первого канала «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Об этом в соцсетях сообщил кинопродюсер Дмитрий Шадрин, который принял участие в эфире. В передаче также приняли участие исполнитель главной роли фильма Александр Чичахов, бывший министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, руководитель САХА-фильма Алексей Егоров, актриса Нургуяна Шадрина. Напомним, что 26 января картина Любови Борисовой вышла в прокат по России. Фильм повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Бересекове, который периодически впадает в летаргический сон. И о спорте. Команда «Обогатитель» фабрики номер 3 в следующем году сможет играть в высшей лиге первенства Алроса по мини-футболу. А сборное управление компании рискует попасть в первую лигу. По правилам, команда-чемпион первой лиги в следующем году играет выше, а сборная, занявшая последнее место в высшей лиге, переходит в первую. Футболисты алмазной компании и населенных пунктов Мирнинского района продолжают каждые выходные бороться за кубок. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дорогие друзья, доброе утро. И хотела вас спросить, вы верите в магическое свойство чисел? Нет? А стоит задуматься, ведь сегодня 7 февраля. 7 – это цифра везения, самое магическое и священное число, олицетворяющее мудрость, святость и тайное знание. Вот, например, 7 дней в неделе, 7 чудес света. Столько всего с цифрой 7, поэтому если вы родились 7 числа, вы уже, наверное, должны быть супер счастливым человеком. Ну и каждый, кто проживает с нами 7 февраля, не менее счастливый. Число 7 обладает мистическим значением во многих культурах и религиях.
святых. Его считают символом духовности, творчества и гармонии. В христианстве число 7 олицетворяет божественное совершенство, а в восточных философиях оно символизирует духовное просветление. Ну что, готовы сделать этот день удивительным? Нет еще? Ну тогда мы расскажем, чем еще знаменательна сегодняшняя дата. На календаре 7 февраля. Сегодня отмечают День российского бизнес-образования. По народному календарю Григорьев день, Григорий – весноуказатель. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Этот день в истории. В 1238 году в этот день монголо-татарские войска приступом взяли город Владимир. В 1568 году 7 февраля европейцами открыты Соломоновы острова. В 1795 году порт Хаджибей переименован в Одессу. А в 1863 году в этот день запатентован первый огнетушитель. В 2014 году открылись 12-е зимние Олимпийские игры в Сочи. В этот день родились Томас Мор, английский писатель, богослов, государственный деятель; Анна Иоанновна, российская императрица; Чарльз Диккенс, английский писатель; Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик; Петр Струве, русский философ, историк, общественный деятель; Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик. Именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор и Филипп. Сколько удивительных людей сегодня родились. Но, тем не менее, француз прежде всего француз, а англичанин, и быть самим собой — их высшая цель, писал когда-то великий классик Федор Достоевский. В нашей многонациональной стране тема этнической идентичности актуальна как никогда в мире. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского в столице республики рад помочь в этом каждому. Тему продолжит в следующем сюжете. Добро пожаловать в русскую избу. Можете вот пройти на лавочку, присесть за столом. Дом дружбы народов Якутии открывает новые площадки для диалога культур. На днях распахнула свои двери светлица славянских традиций. Это тематическое пространство, посвященное русскому народу в Якутии. Макет традиционной избы, построенный практически в натуральную величину, центральный объект зоны. Ее задача – пробудить этническое сознание народа. Вдохновил меня на этот проект именно указ Владимира Путина о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностях. То, чем богата наша страна и республика, и каждый ее уголок. И каждый человек генетически тоже этим наполнен. Вторая часть пространства — это выставка «Встреч Солнцу». Ее организовал Народный музей Якутии. Экспозиции посвящены 4 группам — казакам, пашинным, русскоустинцам и государевым ямщикам. Экспонаты собирали всем миром. Молчаливые свидетели прошлого рассказывают в основном о быте и роде занятий своих хозяев, а иные могут поведать о чувствах и даже амбициях. Вот этот самовар — это самовар, которому больше 100 лет. На нем примечательно, что есть гравировка «Якутский казачий полк». То есть вообще вот так, если брать, в России именно именных персонализированных самоваров буквально, наверное, меньше десятка, может быть, с десяток, да? А тут получается дарственной надписью. Организаторы проекта приглашают всех желающих к сотрудничеству. Мастер-классы для детей, встречи, концерты – все для укрепления национального духа. В скором времени в светлице появится виртуальная книжная полка от Национальной библиотеки Якутии. Электронные книги по теме можно будет читать в атмосфере старины. Татьяна Павлова, Петр Егоров, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. А сегодня отмечается Всемирный день чтения вслух. Так почтительное отношение человека к книге зависит от особенностей личности, эпохи, национальной культуры. По мнению ученых, чтение вслух, кроме интеллектуального удовольствия, несет практическую пользу. Этот праздник ежегодно отмечается в первую среду февраля. И сегодня как раз этот замечательный день на календаре. О пользе чтения мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это Васа Павлова, главный библиотекарь отдела комплексного обслуживания. Доброе утро. У вас удивительное имя. Спасибо. Не расскажете об истории? Это секрет. Как-то так я не успела спросить у своих родителей, почему именно так назвали, но хочу сказать, что моего отца звали Василий,
так что меня зовут Васта Васильевна. Ну, подозреваю, что в его честь. Ну, это прекрасно, мне кажется, удивительно, когда ты носишь уникальное имя. Скажите, пожалуйста, вы с самого детства любили книги и поэтому решили свою судьбу с библиотекой связать? Ну, да, я с самого детства любила очень читать. Я как научилась читать, ну, раньше это рано происходило с детьми, да, года в 4 я уже уверенно читала, и с тех пор не расстаюсь с книгой. Но такой цели стать библиотекарем у меня, конечно же, не было. Просто жизненный путь мой привел меня в библиотеку. Ну, замечательно, что мы рады, что он вас привел, и вы пришли к нам в гости. Какие мероприятия в честь чтения вслух проводятся в Национальной библиотеке? В Национальной библиотеке проводится множество образовательных, просветительских, также развлекательных мероприятий проходят, которые неизменно, конечно, посвящены нашей миссии, да, приобщению к чтению. И, конечно же, ежегодно проходят такие мероприятия, на которых наши участники читают вслух. Например, 18 февраля состоится фестиваль одного стиха совместно со студией Андрея Адамова. Да. Это будет конкурс чтецов. Для участия принимаются все желающие старше 18 лет. Наоборот, для взрослых. Да, наоборот, для взрослых, да. Стихотворение будет читаться вслух, декламироваться по каким-то категориям, да, например? На конкурсе будет декламироваться сказка Александра Сергеевича Пушкина, сказка о царе Салтане. То есть участники будут по очереди вслух читать это произведение. Скажите, просто именно читать наизусть или просто вот... Читать вслух. С текста? Да. Ой, как интересно. И также ежегодно наша библиотека проводит чемпионат по чтению вслух. Да? Мы являемся региональным представителем конкурса этого, называется «Открой рот» для взрослых. Да? Туда допускаются участники старше 18 лет. Отборочный тур наш республиканский пройдет 3 марта. Также такой же конкурс есть для подростков. Для подростков называется «Страница 24». Каждый год меняется, например, была страница 19, 20, 21. По годам. Да, по годам, да. И отборочные туры пройдут в школьных библиотеках. Скажите, пожалуйста, а как можно стать участником? Для того, чтобы стать участником, достаточно подать заявку. Взрослые могут участвовать, непосредственно нам позвонить, да, посмотреть на нашем сайте условия участия, подать заявку. А для подростков школьные библиотеки будут проводить отборочные туры. Скажите, пожалуйста, ну почему такая ценность именно чтения вслух? Ну, то есть мы все читаем, мы читаем глазами, ну, как многие взрослые. Почему именно вслух лучше читать? Чтение вслух, безусловно, развивает нашу память. В первую очередь, да, мы обогащаем свой словарный запас. Когда мы читаем вслух детям, у них развивается речь от устного, да. В устной речи мы используем, согласитесь, ограниченное количество слов. Да? Согласна. Между устной и письменной речью мы их учим читать и воспринимать. Даже для взрослых чтение вслух действует очень благотворно. Вот я недавно читала, да, что провели исследования, по результатам которых было доказано, что чтение вслух снимает стресс намного лучше, чем прогулки там, по природе, да, по лесу и так далее. Да. И уже на 6-й минуте уже человек чувствует, что напряжение у него уходит. Что бы вы порекомендовали, с чего начинать умение декламировать именно не наизусть, а вслух отрывки из произведений? Ну, безусловно, в первую очередь это поэзия, да, стихотворения, которые мы читаем и получаем удовольствие от того, что там ритм есть рифма, да. А что выбирают участники конкурса обычно? Так, участники конкурса, да, чемпионата да, «Открой рот», а там как раз-таки нужно читать неподготовленный. То есть приходят участники и читают текст, который подготовили организаторы конкурса. То есть они не знают. Нельзя. Да, подготовиться к этому нельзя. Это бывают отрывки стихотворений, бывает проза, поэтому вот заранее прочитать и подобрать там интонацию или чувство какое-то, да, там текст это грустный или веселый, заранее не знаешь. Только в процессе чтения это раскрывается сюжет, потому что
Я один раз участвовала, да, и с позором, по-моему, вылетела со второго тура, потому что там невозможно предугадать, про что идет речь. В общем, читерство невозможно. Возможно только обладать изначально умением читать и все. Да, каким-то артистизмом, грамотностью речи, да, также. Ну, а сколько победителей было в прошлом году? А победитель всегда один, только который один от региона. у нас от региона и участвует уже в последующих этапах. Скажите, пожалуйста, кто был победителем в прошлом году? В прошлом году победу одержал Михаил Эверстов. Ну, желаем нашим участникам успеха. Дорогие телезрители, желаем вам хорошего дня, отличного настроения. Начинайте каждое утро вместе с нами на НВК «Саха» и Якутия 24.